Айше, что тебя так развеселило? Смешная история. Получила веселое письмо от подружки. Она сейчас в Турции, в Стамбуле. Кстати, как это будет по-крымско-татарски? А ты попробуй сказать сам. Турция, Türkiye, Стамбул, Истанбул. Senin dostun şimdi Türkiye'de, İstanbul'da. Угу. А ты сейчас чем занимаешься? А как по-крымско-татарски будет Италия и Рим? Италия так и будет. Италия. Итальянец итальян или итальяла. А Рим – Рома, римский – Рома. Мен şimdi İtalya'da, Рома длинный огренем. Изучаю римское правосудие. Кстати, расскажи-ка мне, как по-крымско-татарски будут названия разных стран? Потому что я знаю только Мысыр и Египет, так как кукуруза на крымско-татарском Мысыр Бухтай. Nasıl memleketке мен de бармадым? Португалия, Австралия, Юнанистан, Маджаристан, Индистан. Что-то я увлекся. Чуть не забыл проверить домашнее задание Рушена и вернуть его из Италии. Первое задание. Биринчи вазифе. Найдите в крымско-татарском словаре и запишите. Бедро, сан, янбаш, плечо, омыс, горло, боаз, ладонь, авуч, ноготь, тырнак, ребро, кабырга, мозг, мий, череп, кафа, кровь, қан, боль, ағыры, ағырты, зубная боль, тыш ағрысы, скорая помощь, тез ярдым машинасы, acele yardım машинасы, температура, sıcak, арарет, больница, хастахане, врач, эким. Второе задание. Экинчи вазифе. Допишите глаголом аффиксы условного наклонения. Са, се. Мен келсем, сен барсаң, о түшінсе, сіз ашасаңыз, олар оқсалар, еміне аңласа. Эдем ешітсе, сіз қошылсаңыз, Осман беклесе, қар яқса, анам аш пішірсе, біз айтсақ. Третье задание. Учинчи вазифе. Проспрягайте глаголы анламақ, беклемек в условном наклонении. Единственное число. Первое лицо. Мен аңласам беклесем. Второе лицо. Сен аңласаң беклесең. Третье лицо. О аңласа беклесе. Множественное число. Первое лицо. Біз аңласақ беклесек. Второе лицо. Сіз аңласаңыз беклесеңіз. Третье лицо. Олар аңласалар беклеселер. Айше, я понял, что Тимур Иджа говорил нам о странах, но из них я узнал только Португалию и Австралию. Да, Тимур Иджа говорил о странах, где еще не был. Страна Мемлекет, Дияр, Иль. Естественно, ты узнал Португалию и Австралию, ведь по-красотарски они так и называются. Как и некоторые другие. Например, Америка, Испания, Мексика, Украина и так далее. А что это за страны, о которых говорил нам Тимур Иджа? Маджаристан, Индистан, Юнанистан. Маджаристан – Венгрия, и живут там венгры, мажарлар. Индистан – Индия, и живут там индийцы, индистанлы. А вот Греция – Юнанистан, и живут там греки, юнанлар. Кстати, тюркоязычных греков у нас называли урум. Маджаристан, Венгрия, Индистан, Индия, Юнанистан, Греция. Как интересно, окончание в названиях этих стран имеет такое же, как в названиях Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Это окончание «стан» в названиях разных стран имеет ираноязычное происхождение и широко распространилось по всему Востоку еще с древних времен. Оно означает «земля», «место», «область», и в крымско-татарском языке оно используется довольно часто, как и в названиях некоторых других стран. Например, Хорватистан, Хорватия, от слова «земля хорватов» – хорват, херват. Френкистан – это Франция, француз – фленк. Дальше Болгария, Булгаристан. Земля болгар, по-крымско-татарски булгар. Грузия, Гюрджистан, от слова гюрджи, грузин. А также Сербия, Сербистан, от серб, сирб. Запомни эти названия. Кстати, запомнить акылда тутмак. Дословно держать в уме. Это все надо записать, чтобы запомнить. Езмасам, ахалда тут, мам. Если не запишу, не запомню. Попробуй составить предложение с названиями некоторых стран. Френкистан, Френклер мемлекеті. Гюрджистанда Гюрджилер яшайлар. Булгаристан, Хараденес янында ерлешкен.
Это хорошо, что вы начали путешествие по странам, но нам пора закончить наше путешествие по наклонениям глаголов в крымско-татарском языке. Вы уже знакомы с изъявительным, повелительным, условным и желательно сослагательным наклонениями. Пришла пора узнать, что такое долженствовательное наклонение «керек-мейле». От слова «керек» нужно «необходимо». Глаголы в этом наклонении выражают действие, совершение или несовершение которого обязательно для субъекта. К примеру, «Мен бармалым» – «я должен пойти», «сен кельмелисын» – «ты должен прийти». Как вы заметили, эти глаголы образуются путем присоединения к глагольной основе аффиксов «малы», «мели», которые употребляются в соответствии с правилом сингармонизма. Рассмотрим спряжение глаголов «ашамак» – «есть» и «тушинмек» – «думать» в долженствовательном наклонении. Единственное число. Первое лицо – «мен ашамалым», «тшунмелим». Второе лицо – «сен ашамалысын», «тшунмелисın». Третье лицо – «о ашамалы», «тшунмелі». Множественное число. Первое лицо – «біз ашамалымыз», «тшунмеліміз». Второе лицо – «сіз ашамалысыңыз», «тшунмелисіңіз». Третье лицо – «олар ашамалылар», «тшунмелилер». Обратите внимание, что после аффиксов, указывающих на какое-либо наклонение, стоят аффиксы, указывающие на лицо и число. Давай потренируемся. Просклоняй в долженствовательном наклонении слова «бармак» – «идти, пойти» и «бермек» – «дать, отдать» в единственном числе. Легко, ведь я записал таблицу, которую дал нам Тимур Раджа. Буду только подставлять в глагольной основе нужный аффикс и аффиксы, указывающие на лицо и число. Глагольная основа слова «бермек» – «бер» и «бармак» – «бар». Первое лицо – «мен бармалым», «бермелим» – «я должен идти, дать». Второе лицо – «сен бармалысын», «бермелисын» – «ты должен идти, дать». Третье лицо – «о бармалы», «бермеле» – «он должен идти, дать». А теперь я дам тебе задание, Ше. Эти же глаголы просклоняй в долженствовательном наклонении во множественном числе. И не просто так, а в отрицательной форме. Тебе напомнить, как образуется отрицательная форма? «Сен оны ахлында тутасынмы?» Эбет, Рушен, акылында тутам. Но я хотела бы послушать твои подсказки. Слушай внимательно, Эше. Отрицательная форма образуется прибавлением к глагольной основе без ударных частиц «ма» и «ме», а вслед за ними ставятся все другие нужные аффиксы. Teşekkürler hocam. Первое лицо. Біз бармамалымыз, бермемеліміз. Мы не должны идти, дать. Второе лицо. Сіз бармамалысыныз, бермемелісыныз. Вы не должны идти, дать. Третье лицо. Олар бармамалылар, бермемелилер. Они не должны идти, дать. Doğru mu, Рушен? Добру, Айше. Долженствовательное наклонение в крымско-татарском языке образуется еще и другим способом – при помощи сочетания глаголов с модальными словами. Что такое модальные слова? Это слова, выражающие отношение говорящего к содержанию речи. В нашем случае это «керек» – нужно, необходимо, и «борджлу» – должен, обязан. К примеру, «бармак керек» – нужно пойти, идти. «Бармак борджлу» – должен пойти, идти. Надо сказать, что именно такие словосочетания используются в разговорной речи, когда речь идет о необходимости или обязанности сделать что-либо. Нужно запомнить, что при спряжении подобных глагольных словосочетаний меняются по числам и лицам только модальные слова. Глагол, несущий основное значение, никогда не меняется. Он употребляется в неопределенной форме. Рассмотрим это на примере словосочетания «бармак керек» – «нужно идти». Единственное число. Первое лицо – «бармак керегм» – «мне нужно пойти». Второе лицо – «бармак керексн» – «тебе нужно пойти». Третье лицо – «бармак керек» – «ему, ей нужно пойти». Множественное число. Первое лицо – «бармак керекмыз» – «нам нужно пойти». Второе лицо – «бармак керексіңіз» – «вам нужно пойти». Третье лицо – «бармак кереклер» – «им нужно пойти». Эше, я хотел бы узнать названия и других стран по-крымско-татарски. Тогда продолжим наш урок географии. Подожди, давай я сам попробую. Например, Англия по-крымско-татарски будет Англиястан?
Нет, Рушен, названия не всех стран у нас звучат так же, как в русском языке, и не у всех есть окончание «стан». Англия – Ингильтере, англичанин – инглис, Швеция и свечи, швед и свеч, а Германия – Алмания, а немцы – немселер или алманлар. Англия, Ингильтере, Швеция и свечи, Германия, Алмания. А как будет Польша? Хороший вопрос. У этой страны есть целых 2 названия. Раньше ее называли Лехистан, а сейчас называют ее Полония. Как интересно. Польша, Полония, Лехистан. Мгм. Очень интересно звучит по-краснодарски название Бельгии – Бельчика. Бельчика. Тогда как будет бельгиец? Бельгиец – Бельчикалы. Румыния по-краснодарски – Романия. Румын – Роман, Рамен. Албания – Арнавутлык, а вот албанец – Анавут. А Черногорию у нас называют так же, как и во всем мире – Монтенегро. Бельчика, Бельгия, Романия, Румыния, Арнавутлых, Албания и Монтенегро, Черногория. Давайте-ка я вас остановлю, а то я вижу, вы уже решили пойти по всей карте мира. Названия других стран Рушен узнает из словаря. А я вам расскажу, как правильно говорить о языках стран мира. И не только стран, а и людей разных национальностей. В таких случаях в русском языке применяется частица «по». По-румынски, по-болгарски, по-английски. В крымско-татарском языке эту частицу заменяют аффиксы «ча-че», «джа-дже». К примеру, по-русски – «русча», по-узбекски – «узбекча», по-английски – «инглисджа», по-крымско-татарски – «кырым-татарджа». Рушен, скажи на родном языке, я должен говорить по-крымско-татарски. Мен хрым татарджа, лафетмек бурджлум. А на каких языках нужно говорить во Франции, Испании, Америке, Англии? Френкистанда френкче, лафетмек керек. Испания да испанже. Англия да Америка да. Инглишче лафетмек керек. Машалла. Пек яхшы Рушен, ама ақылыңда бұны тұтмалысын. Қырымда Кырым-татарджа лафетмеге борджлысын. И пришло время записать домашнее задание. Первое задание. Биринчи вазифе. Переведите на русский язык словосочетание. Второе задание. Экончи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык предложение. Третье задание. Учинджи вазифе. Найдите в крымско-татарском словаре названия стран и их жителей. Сіздің лұғатыңыз, ваш словарь.